Митрополит Московский и Коломенский, апостол Америки и Сибири, владыка Иннокентий, 9 мая 1876 года шел служить молебен при закладке алтаря храма Христа Спасителя, величественного памятника победы в Отечественной войне 1812 года. Когда-то святитель сам сооружал и освящал престолы Божии в далеких пределах Сибири и Америки. Теперь в сердце России должно состояться небывалое торжество. Ваше Высокопреосвященство! Ваня! Иван! Подойди ко мне. Ты чьих будешь? Поповы мы. Поповы, а ребятишки что у тебя посмотреть хотели? Да вот, музыкальная шкатулка. Шкатулка. Хорошая шкатулка. Чувствуется рука мастера. Держи. Детишек в трапезную отведите и накормите как следует. Да сладости не забудьте. Видение мне, Гавриил, было. Государь-император Александр в опасности. Молитвы ко Господу вознести надо. За царя и отечество наше. Посмотри, что я тебе спасибо. Ну не плачь, не плачь. Ты посмотри, сам смастерил для тебя. Играет Ваня. И зеркальце. Зеркальце. Зеркальце, Ваня. Шкатулка. Играет. Катя, Катя, я люблю тебя. Выходи за меня. Ваня, так тебя же ректор семинарии в академию отправляет. А туда ведь только монахов берут. А ведь ты забыл? Катя, я не могу быть монахом. Ты ведь самим Богом указывала. Я люблю тебя, Катенька. А ректор? Да что ректор? Он на том берегу остался. А так когда он сюда доберется, мы уже давно женаты.
благослови. Женька, батюшка, сегодня же Масленица, а потом пост, самый строгий, Ваня. После Пасхи обвенчаемся, Катя. Женой моей будешь! Женой моей будешь! Как на Масляной неделе все были мои поели. Я нарвал виноградники, прямо бёрки из Малика. Как на Масляной неделе, а вы тут на Москвой и гуляйте, и веселье, и горячие блины. Люди добрые! Старики! Подайте, кто может! Герою устыдиться! Ветераны Бородинской баталии! На тяночку! На пряничек-то! Жаль! До городу Парижу! Не нашел! Бонжур, мадам! Бонжур, месье! Je m'appelle Наполеон! Раз пожаловал в Мусье, получите свое! Подставляй броши на спину! Василиск подубил! Шестой народ! Рассказывай по-широму! Мы тебе расскажем сказку про заморскую Аляску!
готовы. Да что ж вы делаете, церковные? Чего вы так пужаетесь, Аляски? Что ж вы так не хотите туда ехать? Где воля ваша, Христова? Где вера, святая и непорочная? Где подвиги православные? Господи, прости. Подскажи рабу грешному, как быть в скорбях сущих. Здравствуй, отец Иоанн. И ты мимо. Мое почтение знатным православикам Америки русской. Иван Васильевич, а в каком смысле изволите? Да во всех смыслах. Только от владыки вашего, преосвященного Михаила, порадовал меня. Чего уж тут скажешь. Со всей Иркутской епархии ни один священник не пожелал добровольно в Русскую Америку поехать. На остров Уналашку. Дожили, испужались все. Да как не испугаться, Иван Васильевич, на Уналашке съебает, в Николаеве двора. Снега до камни голые, шторма погибельные. Скудность во всем неимоверная. Да я на Аляске с 18 годов как с Охотска уехал. И всякое видал на своем веку. И кораблекрушение, и цингу, и голод. Стычки бывали разные. И с местными людишками, и с нашими купцами русскими. Но Бог милостив, жив да во здравии, и на промысел жаловаться грех. А как обосновался я в Новоархангельске, тамошний большой купец Иван Андреевич Баранов, дай Бог ему здоровья, помог промысловую артель организовать на Уналашке. Да вы что, и моржовые клыки, мех песца, бобра, лисицы добываем. А сколько медведей перевидал. Но с Божьей помощью, да молитвой, да усердием. Видишь, все ладится. Иван Васильевич, ну вы же человек бывалый, вы до приключения охочи. А священники наши, народ тихий, робкий. Небось, ты и сам отказал. Добровольца не вызвался, но и владыка воли своей не благословлял. Да ясно дело. К чему владыки тебя не волят? Хоть и ослушался ты его, и за место академии жену взял. Но теперь-то в Иркутске слава о тебе идет. Раз любимец прихожан, Златоуст, школу первую при церкви устроил, часы самому губернатору исправил. Шкатулки музыкальные, он для больших людей делает, колочусь. Дело не в этом, Иван Васильевич, у меня же семья. Сыну года не исполнилось. Братец младший, сестрица женушкина, ну, если я поеду на Аляску, да случись что со мной, как они потом по миру пойдут? Вот-вот, а случись что? А Божьи сподвижники первые. Я сам, Герман, Ювеналь, Макарь, которые лет 20 назад туда направились. Неужто так же рассуждать? А темно-неграмотный Алеут Петр, имя окрещенный, неужто тоже так думал, когда иезуиты испанские ему руки до ноги же отрубали, требуя от веры православной отречься? Кровью истек, а не отрекся. Царствие ему небесное великомучение. Царствие небесное. Вот, были люди, и христиане истовые, и Божьи служители достойные. А теперь, а случись что? Владыки вон, пришлось силком 4 призвать. Теперь жребий между ними метать будут. Дожили. Тьфу! Да как бы кто добровольцем решил. Я бы на все рукой махнул и с ним в Америку вернулся. В помощники бы пошел. Не мошны денежной враги, а по вере святой. А тут жребий метать. Тьфу! На все воля Божья, Иван Васильевич. А меня не звали. Меня действительно огорчает. Да как бы пал на меня жребий, я бы отправился, тот же бы и отправился. Ты хоть представляешь, как Алимут и ждут вас там на краю света. Как истинная вера Христовой жажда. Мы с отцом Макаревым одну единственную часовенку сколотили из досок. Печки в ней не было. Щели в пале. Снег зимой на полу. А они босые стоят. На снегу босые. И за всю службу даже шелохнуться не смели. Ногами переступить. Так слово каждое ловит. Хотя не понимали-то почти ничего. А ныне уж 20 лет минуло, как нет Макария.
20 лет они вас ждут, светильников Божьих. А вы жребий метали. Не поеду! Не поеду! Не заставите! Не поеду к этим дикарям! У меня жена больна! Мать престарелая! Лучше уж солдатам, чем на погибель верную! Вот позорище! Немощными стали люди русские! Спасибо, Господи! Спасибо, Господи! 20 лет! Слова Божьего ждут! Босые на снегах стоят! 20 лет! 20 лет Слова Божьего ждут! Ванечка! Ну как? Решился? Ванечка! В такую даль? Чужбину? На погибель верную? Опомнись! Опомнись, Ванечка! Ты же сам говорил, снега до камня голые, шторма погибельные, спуды неимоверные, Ваня. Ваня, я прошу тебя, слышишь, Ваня? Я прошу тебя, Ваня, измени свое намерение. Знак был, Катенька. Я должен ехать. Владыка благословит, но путь неведомый. Ванечка, как у нас же с тобой ребеночек на руках. Али ты забыл, как мы его еле-еле у Господа выморили, у смертушки выбросили, как тройчатушек до него и месяца не прожили, Ваня. Так мы теперь его беречь, Кенечку нашего должны по грязницу ока. Знак был, Катенька. Бог не оставит. Бог не оставит. Да что же ты делаешь, сыночек? На кого же ты нас оставишь-то? Не пущу тебя. Не останусь я тут без тебя одна, Ваня. А я, братка, а я-то что делать стану? Ваня, да мы же сгинем тут без тебя. Ваня, так ежели батюшка наш был бы жив, так может вот перебились бы хоть как-нибудь, а так ведь по миру пойдем, Ваня. Да не оставлю я вас, Катенька, не оставлю, вместе поедем. Все вместе поедем, матушка и вы с нами, ну куда же мы без вас? Братка, Пономарев, владыка благослови. Ничего себе благословение. Верную, Борисова, как вся миссия владыки Осафа в море до американского потопла вместе с своим дядкой Дмитрием. Отец Макарий от хвори приставился, ювеналия дикари убили, ни единый из иерархов Ваня добром не кончил. Ну как мы, сын, в такую даль потащимся? По холоду, по неуюту, по всем страстям дорожным, Ваня. Да не выдаст Бог. И доедем, и выживем, но живут же люди. Я уж точно не доберусь. По внутренней дороге, как псина бездомная. У нас тут дом свой, стены свои обжитые, а там поди и домишки-то никакого нету. Нет, зато руки есть. Ими построим. Так на островах-то людских даже летом не деревца, ни овощи не растет. Машенька, не растет. Так вырастим. И Кешу вырастим. Кешу вырастим. Сынок, где ж твои ноги ходить-то будут?
Адак Ян, Ачиканак, Агугум Кинест, Никунак Танак, Куналашка. Ай, какие-то данец! Вы говорите по-нашему, высоки! Аля Ванида! Любой человек говорит, как бы. Вот это чудо! Иван Васильевич, я гляжу, у нас тут ждали, и детишек сколько понабежало. А чего вы хотели, батюшка? Тут священник православный один-единственный был. Божий сподвижник, отец Макарий. Годов 20 назад, думаю. Окрестил тогда их отцов, отслужил пару раз и уехал. Так что вы для них как чудо с небес. Дожили, слава Богу. Иван Васильевич, а как они узнали, что мы сегодня здесь будем? Ума не приложу, батюшка. Тут на Акуне посыльный наш в конце прошлого лета был, когда мы сюда собирались. А потом шторма осенние начались, зима настала. Ума не приложу, как они узнали. А мы сейчас утаенно их спросим. Федор Петрович, подойди к батюшке. Очень он просит. И Никита Кугин! Вот вам гостиница от нас! Пойдемте! Эй! Вот, крест сделай вам, батюшка Иван. Ты скажи мне, как вы узнали, что мы сегодня здесь будем? Нам Иван Смиренников сказал, мол, живет большой человек с большим крестом на груди. Называют его батюшка Иван. А он-то откуда узнал? Что знать? Он же шаман. Шаман? Не любит, когда так говорит. Почему? Мол, крещеного человека нельзя сказать. О, Бога! Вот сейчас все самое рассказать. Вот. Добрый день, мил человек. Урой Боллон, Ульбан Бачика, Как звать тебя, сударь мой? Иваном Смиренниковым величать, Иоанном, как по крещению, как и тебя. Ты скажи мне, Иван, как ты узнал, что мы сегодня здесь будем? Два небесных друга рассказали мне о твоем приезде. Какие два небесных друга? С неба, оттуда. И они сказали, что ты послан Богом, чтобы учить нас. Они? Они кому учили молиться, себе или Богу? Одному только Богу. Похоже, прям ангелы Божьи. Одно сомневаюсь. Чему нас учить тому же, что и мы сами учим? А могу ли я повидать ангелов твоих? Они тебя ждут. Но Нет, в таких делах самовольство не похвально. Надо бы спросить благословения епископа. иди.
Пращура моих предков занесло на остров Акун совсем с другой стороны, где жили люди в любви и довольствии, где поклонялись не алиутскому богу Эль, а великому, белому небесному господину, где там была река Ил, и скалы каменные, как столбы, и сотворены они Богом, они Томара Тойон. Одно мне непонятно, почему Бога алиутов зовут Эль, а моего прародителя моих предков Эллей. Занятная история. Ангелы твои, я гляжу не от дьявола. Потому слушайся их наставления, если они не будут противны священному писанию. Да не запрещаю тебе и проповедовать веру Христову. Зато и низкий поклон, отец Иоанн. Я, сударь мой! Я? А, И скажи мне, а только ли я о священных писаниях говорили? да, говори. Сейчас мы с вами идем на освящение первого храма православного на Унавашке. А ты, Машенька, почитай им пока Пушкина великого. Пусть послушают язык русский, поймут, не поймут, да угомонятся малость. Прощай, свободная стихия. Последний раз передо мной ты качешь волны до Лубыни и блещешь гордой красой. Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час. Твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз. Ну, так. Похлопаем! Робинзоны голливудские! Какие же они Робинзоны, матушка? Они пятницы. Как пятница, один был. А у нас 7 пятниц на неделю. Пойдемте, рано освещать будем. Пойдемте. Кратко. Аналой неси, будем начинать. Благословен Ты, Господи наш, ибо дал нам воздвигнуть храм сей во имя святое Твое. Да прославляется имя Твое в нем во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Простила, Катерина, Ольга. Доченька, Сашенька, текущий, иди сюда. Мои хорошие. Завтра Феклушенька с отцом вашим Иваном Алексеевичем отправляются в дальние страны, в круг всего света, до самого царя-батюшки, до великих городов Москвы до Петербурга. Здорово, правда? Мам, а как же мы? А нам с вами немного позже. Путь лежит в другую сторону, до Иркутска. По морю на кораблях, да по земле на лошадях в сопровождении Ивана Васильевича Крюкова. Здорово, правда? Мам, а папа, он когда приедет? А через 1,5, ну самое больше 2 года. Отец вас, Светлушенька, приехал к нам, живет в Луцмаше. Мы там их все вместе будем ждать. А сейчас я хочу вас всех попросить, чтобы мы все вместе, дружно нашу Феклушеньку собрали в дорогу. Договорились? Ну, идем, Саша, идем. Большое путешествие предстоит нашей Феклушеньке. Как же хорошо здесь, Ваня. Тихо, спокойно. Наша Уналашка. Душой мы прикипели к этим местам, к людям здешним. Роднее родных стали нам и люди, Ваня. Ваня, а может мы останемся здесь с ребятишками, матушкой Машенькой, и Степанка здесь остается. Он и приглядит, за нами позаботится. А ты пока все дела свои уладишь в Москве до Петербурге. Потом вернете, да, и вместе до Иркутска отправимся. А Ваня? Катя, я должен ехать. Я получил благословение архиепископа Михаила. Просить его императорское величество об учреждении своей епархии на Аляске и Камчатке. Я должен ехать, а ведь это только 2 года одного пути. 2 года. 2 года. Легко сказать, да нелегко пережить. Истомится мое сердце по тебе и Феклуше. Детишки наши совсем взрослые станут. Науки прививать в самое время. Леший в семинарию поступать. Надо ехать, Катя. Прав, конечно, мальчик. Да только неспокойно мне. Душа не на месте. Предчувствие томит меня недолго, Иван. Да не беспокойтесь, Катерина Ивановна. Все будет хорошо. Я ведь с вами отправлюсь. И в первый раз едет. Если дожидаться благого момента, можно всю жизнь прождать. На большую дорогу всегда сложно решиться. А как начал путешествие, шаг за шагом, путь становится легче да проще. А я, братка, здесь останусь. За церковью присмотрю, за приходом, да и за людочками. Ну, я жениться хочу. Степанка. Ой, ну хорошо, правда ваша. А перевезли всех деток на берег кораблю? Да, перевезли. А матушка Машенька? Всех перевезли, не беспокойтесь. О, да вот и они. Ну вот, деточки мои, пришло время попрощаться с отцом вашим Иваном Алексеевичем и Феклушенькой, проводить их добрым словом и молитвою.
священник Новоархангельской церкви Алиутских островов, Америки русских, отец Иоанн. Наследник его императорского величества Александр. Князь Константин. Наставник царской семьи Василий Андреевич Жуковский. Очень приятно. Их императорское величество примет вас с минуты на минуту. Много благодарен. Итак, выйдя из Аляски, вы направились... Да, выйдя из Аляски, обогнув мыс Горн, мы направились по проливу. Проливу Дрейка? Вы поразительно осведомлены, ваше высочество. Это ваша наука, Василий Андреевич? Вот уж не думал, что господин Киев Жуковский, помимо словесности, так искушенной навигации. Что вы, отец Иван? Поэты в таких делах бессильны. С великим князем Константином Николаевичем с 4 лет занимается наш прославленный адмирал Федор Петрович Литке. Наша семья решила, что Константин у нас будет адмиралом. Первым адмиралом среди романов. Фёкушка, познакомьтесь, это моя младшенькая дочка, Фёкушка. Это великий князь Константин Николаевич. А как вы, ваше высокопреосвященство, относитесь к стихам поэта светского? С большим почтением, высшим почтением. Ведь в нашей людской души мороз перед ратом одно остается, читать и молиться. Вот и читаем сочинения любимейших наших поэтов. Вот, например, Александр Сергеевич. Не раз поражался, какую звучность он придал русскому языку, какие слова в нем сыскал. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Гений чистой красоты, тоньше и красивее не скажешь. Как узнал, что он почти душа была? Да, мы все встречали были. А вот как государыня бывала дальше. Государь записал Пушкину в его последний час: «Будь покоен о судьбе жены своих и детей. Мы не оставим их своей заботой. Ну а коли все так вышло, постарайся умереть достойно, по-христиански». Императорское величество готов вас принять. Пройдем. Много благодарен. Проходи, отец Иоанн. Ну, как съездил в столицу? Хорошо съездил ваше высокопреосвященство. Был представлен его императорскому величеству. Священный Синод передал переводы катехизиса Евангелия от Матфея и русско-людский словарь. Хорошо, хорошо. Я слышал, ты свободно общаешься на алиутском языке. Да, я считаю, что для того, чтобы достучаться до сердец новообращенных, необходимо говорить на их языке родном. Ну что ж, похвально. А теперь о сочинениях твоих поговорим. Ты знаешь, Иоанн, я никого зазря хвалить не стану. А тебя нынче похвалю, не возгордись только. Есть тебе самом и трудах твоих что-то апостольское. Молчи, молчи. А сии слова не особенно на душу легли. Чтобы повлиять на сердце, нужно говорить от сердца, потому что уста наши говорят от избытка сердца. Тут и добавить нечего. Пит,
Ты только. Значит, все поучения ты для людов, словно для отроков написал. Ты на их языке напечатать желаешь? Ну что ж, благословляю. Премного благодарен. Они ведь в своих морях студеных. Смелости необыкновенной. Они на морже и китов с одними копьями на байдарах ходят. А в ином наивность, словно дети малые. Вот помню, у нас случай был. Дал им пилу, чтобы они бревно распили. Пилу, бревно. Да, и показал им, как надо. А не сядь на землю, давай его швыркать. Я им тогда говорю, Леша-то, наверное, поспособнее будет. Шутка. Леша, бревно пилить. А не лепить. Ну, насмеши. А вот еще курьезный случай был. Ваше Высокопреосвященство, благословите вам письмо. Ваше Преосвященство, каков случай произошел? Сидим мы в землянке. Погоди, погоди. Простите, Бога ради меня, своими курьезными случаями, простите, Бога ради. Это ты. Прости меня, отец Иван. Выпало мне несчастье сообщить тебе. Письмо мне пришло от владыки Иркутского. Тут и тебе тоже. 24 ноября в Иркутске скончалась супруга твоя Екатерина Ивановна, матушка Фёкла Царишна, сын младший Александр и своячница Мария Ивановна. Как скончались? И Катенька, Сашенька, матушка Машенька, да не может того быть.
мерещится с горя. Умом тронулся. Не мерещится, Ванюша. Не мерещится. Услышали мы, сыночек, как казнишь ты себя. Утешить пришли и попрощаться. Простите, родные. Простите, Христом Бога, прошу, простите. Мне не за что прощать тебя, Ванюша, милый. А разве мало вы через меня испытаний? Помните, как первый раз в Америку поплыли? Почитай, год земляной яме жили. Простите. Да разве плохо мы там жили, Ванюша? В любви до согласия. Помню, свеча горит. Лампадка под иконой Божьей Матери Иверской теплится. Дрова в печке потрескивают. Ребятишки посапывают сладко. А ты органчик. Шкатулку музыкальную ладишь для люда. Метель над крышей землянки пляшет и напляшется. А у нас тепло и тихо. Вспомни, сыночек, каким счастливым ты с островов дальних возвращался. Как рассказывал потом, сколь душ новых веру Христову обратил, сколь китов до медведей белых повидал. А разве забудешь, как храм православный мы первый на Уналашке твой возводили, школы строили, деревья первые садили, как я тебе 5 деток на Уналашке той родила, как ты с ними и ребятишками алюдскими играл в мяч, словно парнишка. Помню, Катя, все помню. Я ведь только сейчас и понял, где мое настоящее счастье было. Чего я лишился? Кого потерял? Я всю жизнь Бога благодарю. И на небесах благодарить буду, что послал он мне тебя, Ванюша. Об одном прошу. Деток наш, любовью и заботой родителей не оставляй. Ты один у них в земном мире остался. А муж там, за вас, Господа, молись станет. Катя, простите, постой, Катя, Сашенька! Владыка, вы? Я, конечно. Кому же еще быть в столь ранний час? Ты как, сын мой, молишься? Молюсь, Владыка. Ну, слава тебе, Господи. А я тут мимо проходил, и почудилось мне, будто ты с кем-то разговариваешь. Я уж грешным делом подумал, не помутился ли ты разумом. Не мудрено и помутиться в такую ночь. Вот и я не спал. Все думал о тебе, о горе твоем теперешнем. И вложил мне Господь в голову, что сама жизнь выбирает тебе путь монашества. Путь монашества. Владыка, у меня же теперь есть за всеми догляд нужен. В школе я уйду из мирской жизни, кто за ними смотреть будет? О детях не думай. Я напишу владыке Якутскому. Люди добрые за ними присмотрят. А там видно будет. О книгах тоже не думай. В Петербурге колесо еще по ним не скоро закрутится. Монашеством тоже. Торопить и неволить не стану. Коли надумаешь, тут же в любой день самолично постригу. А пока ступай в паломничество по святым обителям. Молись денно и ношно, и Господь сам ложит твою голову
кажется, правильное решение. Благословите. Простите. Простите, Катя. Сашенька. Матушка. Машенька, простите. что не оградил вас от беды, оставил без своей защиты и помощи. Да упокоит Господь души ваши в царстве своем.
Иоанн постригает в отцы главы свои, знамение отрицания мира и всех яже в мире, и в отрицание своей воли и всех плотских похотей. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Брат наш Иоанн одевает одежду духовную, веселье и радость, чтобы отвергать и побуждать ему всякие скорби и искушения, подстерегающие под лесом плоти и мира, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. нарекаю новоявленного иеромонаха именем Иннокентий. Как имя твое, братья? Иннокентий. Как имя твое, братья? Иннокентий. Как имя твое, братья? Иннокентий. Упаси Боже, глядя дожили. Да. 1000 верст, а хоть глядя отмерить. Вот с Иркутска до Якутска хорошо. На корабле, по Лене реке. А здесь, вот так по Охотскому углу, когда уж его отремонтируют, да? Хорошо, что нам ямщик выходит, помог. Ну что, Иван Васильевич, мы-то с вами следуем по тому же пути, что и 18 лет назад. Когда еще с Катенькой, Сашенькой, матушкой, Машенькой, Царствие небесное. Да. Он никого не пощадил. Еша с Галей
Боренька с Проскевей благополучно добрались до Санкт-Петербурга, в семинарии учатся. Катерина, дочка, замуж вышла, ну, в Иркутске живет. Эй, Авакте! А ну принимай епископа Камчатского, Курильского и Алюцкого! Вы здесь? Высокоблагородие. Как бы Господь не помог бы, они не добрались бы. Когда отходим на Алясские острова, служивый? Сказали, как владыка подъедет, так можно отправляться. Шторм вот-вот начнется. Чудом не опоздали. А ты хоть знаешь, что это за человек, а? Самому императору вхож. Епархию новую учреждать на Аляске едем, а вы тут... Владыка, может быть, чаю в каюту изволите? Какой там чай? От койки буду идти. Благослови. Тоже ты. И за что же, братец, а муки такие адом, а? Держись, говорю, братец, ну! Спаси Господу! Моли о спасении! Ведь сегодня ходу корабельного 8 дней, а нас уже 28 суток мотает. Слава Богу, корабль еще цел! Господь воды с небес посылает! Воду последнюю из парусов сегодня отжали. По полкружки на брата будет. И солонина, сказывают, к концу подошла. Завтра есть уже. Нечего будет. И Степан, ежели что, мы-то с тобой попастимся. Лишь бы только ветер на попутный переменился. Корабль течи не дал, только сил достало. Люди веру теряют. И я что-то уже из последних сил держусь. А командный капитан, уж который день шепчется, что на тысяч проклятивиси епископа Иосафа вспоминают. А тут не вспомнить-то. Я и сам уже не раз вспомнил. Ведь как раз после этого острова он и скинул в пучину 40 лет назад. Тоже страшный шторм. Епископ Алионский и Коньякский, до коньяка так и не добравшийся. Со всеми священниками веч. И как поют! Слышишь, Иннокентий? Ничего не слышу. Слышишь? Богу прошед, яко сушу, и египетского змея избежал, израильтянин вопияшка. Слыхали, поют! Слыхали! Может, шутятся нам голоса-то эти, а? Да, люди с коньяка говорили, вот наши толпа лютые, с их мыслях церковное пение доносит, и будто бы появилось оно после гибели Иосафа, с ним же 6 певчих было. Неужто уши их неупокоенные? А как команда? Как капитан? Ага! Капитан перестал курс держать, положив корабль в дверь, мол, так и так конец приходит. Гриф положил, штурвал оставил, да нас же развернет поперек волны, захлестнет разом. Герман! Преподобный Герман! Взяла их тебя с надеждою! Ежели ты угодил
заступника нашего. Земля! Это ты как остров Еловый! Обитель Германова! Слава тебе, Господи! Дожили! Вот его! И благодарите за спасение! Германа Чудотворца! Надо сей же час к острову пристать и панихиду преподобному отслужить. И всей Мессии, и Осафа тоже упокоить души. Наконец-то добрались до острова Ситха. Индейцев, голос. А что это у них? Причины такие годы. Ах, недобрые здесь. Они так злым духом отпугивают. Или задумали, что к этим колышам проклятым без оружия нельзя. Чую, не зря я с собой ружье верное взял. Ведь это их вождь, сподвижника первого, отца Ювеналия на части порубил. Белый колдун, не ходи, дальше смерть. Слушай вождя клана Черного Ворона Куцгисати. Мы пришли с миром проповедовать Слово Божие. Мир? Ложь белого человека. У нас беда. Болезнь. Белые звать это оспа. Многие от линки ушло к праотцам. Может быть, это ты принес оспа? Остановитесь! Вы поднимаете руку на служителя всемогущего Бога Христа! Мы пришли с добром, но на большой лодке с нами приплыло много воинов с огненным боем, и они отомстят за нас! Лекут? Почему ваши люди не обратились к нам за помощью? Белый думать, что сильнее Куцгисати. Шаман, Черный Ворон, требовать жертва, кровь! Он говорит правду. Наш Бог всесилен. Это правда. Приплывите к нам и увидите сами. А наших людей Господь не тронула. Наш всемогущий Бог и наш лекарь не пустили оспу к нам в селение. Пусть ваши люди придут к нашему лекарю. Он поставит им железным пером знак на руке, и их оспа не тронет. Знак злого духа? Белый, уходи! Мы уйдем. Но вы подумайте, что лучше, наш милостивый Бог или ваша злая смерть?
Встречаете императора, кстати. Это... Можно я сбил? Роман господина Дюма «Записки учителя фехтования». А вы знаете, мадемуазель, что данная книга была запрещена еще моим батюшкой и государем Николаем Александровичем? Если кто узнает директриса вашего Смольного института, вас исключат. Жальтесь. Прошу вас, Ваше Величество. Но неужели я похож на доносчика? Вы знаете, мадемуазель, я и сам прочитал эту книгу, будучи еще наследником. И смею вас заверить, многое там из жизни декабристов в Сибири довольно верно описано, хотя и не без фантазий, присущих господину Дюма. Впрочем, декабристы — это дело прошлое, я ведь их давно помиловал. Вы так великодушны, Ваше Величество. Недаром вас называют освободителем. Крепостное право отменили. Петрошевцев помиловали. Достоевского нам вернули. Наверное, это очень трудно управлять Россией. Отнюдь. Управлять Россией нетрудно, но совершенно бесполезно. Такая уж у нас страна. Впрочем, что мы все Дюма дал мне? Не изволите ли представиться, мадемуазель император? А я уже имела честь быть представлена. Помните? Лет 8 назад. Военные маневры. Поместье князей Долгоруковых и их дочь Екатерина. Ваша светлость Екатерина Михайловна. Виноват. Послушайте, я хочу загладить свою вину. Я как раз собирался прогуляться по Александровскому саду. Я был бы счастлив, если бы вы составили мне компанию. Это для меня огромная честь. Вы знаете, а я ведь многое могу вам рассказать. И о Дюма, и о Достоевском, и о Пушкине. Среди моих подданных бытует мнение, что Александр Сергеевич на самом деле не умер, что он тайно бежал во Францию, скрываясь от долгов. И самое интересное, вы не поверите, какой псевдоним он себе взял. Псевдоним Дюма. Января 4-го дня. Русская Америка. Новоархангельск. Милая Пашенька, доченька родная, спасибо тебе за письма твои. Я читал их с удовольствием. Хвалю, благословляю и одобряю твое намерение идти в монастырь. Ты пишешь, что хотела бы идти в монастырь дальний, а не петербургский. Но монастыри все равны. Нет на свете монастыря, в котором можно найти спокойствие душевное, без молитвы и подвига. Ты говоришь, что желала бы молиться Богу с душою, которая горела любовью. Приятно и утешительно слышать такие речи. Но я скажу тебе, что исполнение этого желания есть верх совершенства христианина, и очень-очень немногие его достигают. О, если бы ты достигла хотя бы даже сотой доли твоего желания, ты была бы счастливейшей. Ты желаешь со мной поскорее свидеться. И я, конечно же, тоже. Но уж больно далеко мы теперь друг от друга. Увидимся ли мы еще с тобой на земле, не знаю. Но дай нам, Господи, увидеться на небесе. В институте столичном научения у нас осталась теперь только младшенькая, Теклушенька Пушенька.
а кое привез мне на днях письмо Жанне. Коли свидитесь, передавай ей, чтоб лучше училась и не важничала. А я после Камчатки будущим летом собираюсь добраться до Байкала, а оттуда проплыть по Амуру до самого моря, ежели Бог даст. Ну а там уж и до вашего Петербурга доберусь, коли жив останусь. Скажи от меня поклон всем, кто тебя любит, а тебе шлет поклон брат твой Ганя. Коего после семинарии я рукоположил во священнике, и теперь большие надежды на него имею. Прощай, моя милая, Господь с тобою, Пашенька. Корабль пришел. Пора. Видно, на то воля Божья. Мне на пути своем с родными душами расставаться. Дмитрий Петрович, скорее, скорее, душа моя, скорее! Слава Богу, владыка, успели! Владыка, мы же вам дорогу собрали, уже не насолимся! Рад приветствовать вас, повелитель Русалей, ваше сиятельство, Дмитрий Петрович Максутов и супруга ваша дрожайшая, Мария Владимировна. Ой, владыка, мы ж вот отмечали, что вы так скоро-то уезжаете. Ой, как жаль, как жаль. Ой, я-то не правительница, владыка, а мужняя жена, всего-навсего. Минуточку, минуточку. Раз, два, Ой, какие вы куранты сделали замечательные. Господи, что за руки, что за голова у вас. Ну вот не то, что золотые, прям не знаю, какие. Муж мой, как заслышит куранты эти, прямо сиять, как медный самовар. Ну вот видите, как раз он угодил и вам, и жителям Диких островов. Я-то думаю, на ужин не останется. И ставит в обществу сына вот вашего из Иркутска новоприбывшего. Дорожайшая моя, Мария Владимировна, не могу. Мне, как епископу, нужно смотреть всю свою партию. А в нее, кроме американских колоний, входят и весь Северо-Восток Азии. От устья Уды до Ледовитого моря с одной стороны и от реки Лены до Охотского моря с другой. Ой, ну что ж, благословите, владыка. Прощайте, владыка. Прощайте, С Богом. Доброго пути. Скорей, душа моя, скорей. Мария, Только у нас, глубинки, народ это не очень-то понимает.
не разводящих, особенно крестьян. Один, для этого мы на свет появились, понимаете? Для этого и организация наша создана. Надо показать, что можно жить и работать всем вместе, без всяких сословий, своим примером, понимаешь? Надо фабрики организовать, кому, школы образцовые. А тех, кто не захочет жить все вместе и работать, особенно крестьянам, мы актами будем поднимать. Сначала на бунт, а потом и на революцию. Какими актами? Какими актами? Террористическими актами, а? Ведь у нас страна какая, пока снизу не бомбанешь, сверху никто не зашевелится. И для этого его создали секретную, всего несколько человек. Да, я тебя специально вызвал, потому что парень ты надежный. Только тебе, Димка Каракозов, могу доверять. На, кстати, держи ключи от моей квартиры. Вместе жить будем. У кого и вопросов не возникнет, почему мы двум братьям не жить вместе. Кстати, Софья Перовская. Очень приятно. И прям ни у кого подозрений-то и не Я возникнет. про что и говорю. Я сейчас скажу ребятам повещу о встрече. И еще в переплетку соскочить надо. Увидимся в аду. Увидимся. В аду? Ну, и, а ты хотел с Гелием Филаретом встретиться? Понимаешь, те книги, которые мы здесь перепечатали, они для кого-то страшнее ада будут. Мы сейчас манифест Карла Маркса Киской. В России эти книги перепечатать отказались, а мы сами перевели, понимаешь? Не книга, а бомба для императора. Наизусть хочется выучить. Это тебе не книги Вениаминова указания на пути небесного. Будет им царствие Божие. Господствующие классы должны содрогнуться перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего здесь терять крови своих цепей. А вымерут они, весь мир. Недаром говорят, Дима, что слово можно уничтожить и воскресить. Вот и будем уничтожать власть придержавших. Как морально, так и физически. И посмотрим, кто на пути нашей новой России встанет. А ты, Димка, ты будешь здесь один из первых. Да мог бы ты мечтать об этом в своей замшелой провинции, а? Точно не мог, а? Как народ станет, как встрепенется, а? Да про нас будут песни сочинять, нашими именами улицы назовут! Ладно, ищем Желябова, посмотри там. Все, Дим, увидимся! Желябов! 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 Послушай, брат, я давеча Ургу, когда понял, что смерть совсем рядом с нами кружит, то и загадал, коли спасусь, останусь навсегда в сих краях миссионеров. Языки выучил, людей камчатских да тунгусских окормлять и просвещать стану, как ты один. Благослови, владыка, остаться. Благословлю, брат. Люди тунгусские и камчатские того стоят. Только мне вроде как пришло время с тобой прощаться. Узнать на то воля Божья. Мне с тобой больше не расставаться. Спокойно нынче по всей России. Только турков победили в Синопском сражении. Кричали до французов приключились. Война в море Черном эхом откликается здесь, в море Охотском. По всему Дальнему Востоку неприятельские корабли сказывают. Сюда, в Петропавловску, английская эскадра из 6 фрегатов идет. 200 орудий против наших 69. Только милостью Божией форт наш постоять сможет. Так что, брат, останусь я здесь. Молиться буду, чтобы Господь нам храбрости послал. Да и вы там, вояне, поосторожней, сказывают и там. Французские фрегаты видели.
Мы сперва ремонт приедем, а оттуда уже вояют. Бог убережет. Ну, прощай, епископ Камчатский, Турильский и Алиутский. Добрый путь. Прощай, брат. Воля на то Божия. С родными мне прощаться. Итак, моим решением особое заседание по вопросам продажи Аляски перенесено на сегодня. Да, ваше сиятельство, великий князь Константин Николаевич. Нечего и говорить, что заседание должно пройти в атмосфере особой секретности. Тайная вечеря? Да, если это. Надеюсь, Иуда среди нас не окажется, поскольку преждевременное известие об этом приведут к большому скандалу, особенно в нынешней болтливой печати. А еще больше в правлении русско-американской компании. И, разумеется, церковь, принявшая в свой лоно тысячи тамошних прихожан-аборигенов, не обрадуется подобному повороту событий. Уж Филарет-то московский архиепископ Иннокентий точно ударит в колокола. Да, для многих продажа Аляски может стать весьма неприятным сюрпризом. Конечно. А вот и барон Эдуард Андреевич Топтёкль, наш посланник в Вашингтоне. Здравствуйте, Эдуард Андреевич. Добрый день, Ваше Высочество. Добрый день, Ваша Светлость. Добрый день. Только что прибыл из Вашингтона и сразу к вам. Как поживает ваша американская жена, как здоровье президента, его окружение? Слава Богу, все живы, здоровы. И хочу заметить, что отношения к России, правящей партии и президента самые наилучшие. Вот и надо воспользоваться этим отношением и устроить все дело так, чтобы именно Америка официально обратилась к нам с просьбой о продаже Аляски. А Россия лишь бы соизволила дать свое согласие. Тогда надо будет с десяток самых влиятельных сенаторов и владельцев газет подтолкнуть к решению этой проблемы финансово. Короче говоря, оплатить их услуги в лоббировании этого проекта. Конечно, некрасиво и как-то не по-русски. Зато вполне по-американски. Ну, разумеется, такие хлопоты позволяют мне надеяться на небольшое личное вознаграждение. Да вы, я гляжу, совсем американцем стали. С кем поведется? Потише кто-то идет. Прошу покорнейше меня простить, Ваше Высочество, но прошу выслушать, поскольку дело о вопросе государственной важности. Представьтесь, будьте добры. Статский советник Азиатского департамента Министерства иностранных дел Константин Федор Романович. Так вот, Ваше Высочество, служа в упомянутом министерстве, я невольно узнал о готовящейся продаже американских колоний и хотел выразить вам свое приватное мнение, как председателю Государственного совета. И в чем же оно случилось? Ваше Высочество, сии земли нельзя ни в коем случае продавать по военно-политическим и стратегическим соображениям будущего. Только при закреплении за нами Севера Америки мы можем считаться хозяевами в северных водах Тихого океана, а это дает немалые выгоды для могущества нашего государства. Да ты великий стратег,
Где уж нам, простым адмиралам, до такого додуматься? Ваше Высочество, великий князь Константин Николаевич, площадь американских колоний более 1,5 миллиона квадратных верст. Насколько я знаю, самые броские и непригодные земли в Сибири продаются сейчас по 3 копейки за квадратную сажень. А это означает, что наши земли в Америке стоят не менее 20 миллиардов рублей. Еще неизвестно, какие богатства таятся в недрах этих земель, а дают нам за них каких-то несколько миллионов долларов. Ну, положим, несколько миллионов долларов, как вы изволили выразиться, на дороге не валяется. Но что они значат при годовом доходе России в 400 миллионов и внешнем долге в 1,5 миллиарда? Господин министр финансов, или я называю не те цифры? Цифры правильные, но мы услышали ваше мнение, было очень приятно с вами познакомиться. Благодарю. И откуда сей моксель-воксель выискался? А считает он неплохо и соображает недурно. Я бы, пожалуй, при другом случае его к себе в министерство забрал. Вот и заберите. Дайте ему место получше. И отправьте его учиться куда-нибудь за границу месяца на 2-3. А то наш государь, Александр Николаевич, тоже любит по этой аллейке прогуляться вместе с Екатериной Михайловной. И после покушения касается. Александр Николаевич говорит, что не намерен менять привычки и заняться таких сумасшедших. Пойдемте. Пойдемте, господа. Сегодня Господь послал нам, братья и сестры мои, особый день, особое благословение и счастье. Впервые прошла божественная литургия на якутском языке. Господь и его апостолы с дня нынешнего заговорили с вами на понятной с детства родной речи. Всему великому дню предшествовали многие великие труды якутских иереев, которые с Божьей помощью составили азбуку и грамматику вашего языка и переложили на него богослужебные книги. Слава Господу нашему Христу за то, что даровал Он нам, братья и сестры мои, эту бесценную благодать — приобщение к православной вере. Ettebet, üçügey. Bugün Троицкая кафедральный соборга сапалы-тавалыта, тылы-тылынан сапалы-малы пахта. Onun мақталпы булахан. Мақтал болмыр. Дай вам Бог здравия, владыка. Сколь раз на службах бывала, лишь сегодня поняла. Такой благодати еще никогда не чаяла. Онна үрдік солалақтаға келді. Сидит көртігілақты. Нынче лето дождь нету, дождь. Засуха. Скот кормить нечем, а когда зима наступает, снега совсем нету.
Земля замерзает, холодно, трава льдом покрывается, лошадь погибает. А когда снег есть, лошадь работает, копай снег, сам себе согревай. Иди сололах тамараки летай. Бога проси, снег надо, снег. Снега. А? Извините вас, пожалуйста, его, ваше Пресвященство. Он хочет сказать, чтобы вы не уезжали. Вот, да. Милые мои, с отъездом тут уж ничего поделать не могу. В вашей области дела церковные уж совсем хорошо налажены. С Амуром решение принято. И временем, и самим государем-императором. Кафедра моя переносится в новорожденный град Благовещенск. Да вы не печальтесь, я к вам часто наезжать буду. Ведь ваша область так в моей епархии остается. Храни вас Господь Вседержитель. Ваше Преосвященство, святые владыка, мы, двоены, богатые якутские чиновники, а также простые прихожане собрали деньги на постройку архиерейских палат. Будем рады видеть вас всегда. И еще, святые владыка, просим вас благословить сей благодатный день и провозгласить днем якутского православия. Ежели бы вы знали, какое великое утешение и какая радость мне в словах ваших, как же я могу не благословить сей порыв душевный? Конечно же, благословляю именем Отца Небесного. Махтар было заехать, Американцы теперь наши лучшие друзья. К тому же они недавно отменили нас. Но далеко не во всех штатах. Вообще вопрос продажи русских колоний в Новом Свете нами пока не рассматривается. Слава Богу.
Вот это мне нравится. А мне нравится, что вы можете императору правду сказать. Да, следил я за сообщениями из газет и получал известия о событиях на Амуре и о нападении англичан на порт Аян. Если бы вы тогда, англичане, знали, чему я молился, владыка, то тут же вы растерзали бы. Слава Богу, орудий спрятывать не нашли, припасов орудийных тоже. Люди с их уходом в лесах таиться перестали и домой вернулись. Да и мне можно было дорогу собираться. Да, на Дальнем Востоке нашего Отечества происходят очень важные исторические события. А ваша миссионерская деятельность, как архипастыря и патриота России, распространяется еще и на освоение Амурского края. Читал. Похвально. Российское правительство, владыка, очень долгое время не обращает внимания на амурские территории. В результате конца прошлого века и до сих пор на английских и немецких картах русско-китайская граница изображена неправильно. А ведь эти земли по праву открытые считаются русскими территориями. Надо императорскому географическому обществу под покровительством великого князя Константина Николаевича основательно заняться этим вопросом. А вот и я, владыки, легок на помине. Добрый день. Добрый день, великий князь Константин Николаевич. Добрый день, ваше высочество. Сколько времени прошло, а вы все с географическими картами в руках. Время идет, ничего не меняется. Простите, что невольно услышал часть вашей беседы. Если я правильно понял, наше географическое общество чем-то нехорошо столпам российского православия. Ну что вы, ваше высочество, общество географическое замечательно, и цели у него наиблагороднейшие. Но, как нам с вами ведомо, среди членов общества есть люди, которые неподобающе относятся к сохранению территории Российской империи, забывая о часе страшного суда. Час страшного суда ожидает нас, надеюсь, не завтра. А дела насущные стоят за плечами сегодня, когда государство разорено войной, частный капитал терпит убытки. Вот и вы, ваше высокопреосвященство, думаю, засвидетельствуете, что некогда преуспевающая русско-американская компания нынче находится в упадке. Вы же совсем недавно изоляции. Какие у вас там новости? Новостей немного, но они довольно-таки интересные. Компания получила из Калифорнии золото до 4 пудов. Кроме того, купила на ранее добытое золото новое судно трехмачтовое. Приятно слышать. Но, тем не менее, убытки компании растут. Оно и понятно. Прежних высоких прибылей нет, а везти продовольствие и припасы приходится как раньше. Через всю Сибирь или вот вокруг света. Ваше высочество, да ведь это все от неразворотливости нашей. Представляете, на Камчатке травы брос человек. Ежели бы в тех местах скот хороший завесть, то Камчатка могла бы и маслом, и солониной не только себя снабжать, но и другие места. К тому же там много приотличнейшей рыбы. А по Амуру вновь приобретенному можно такое хлебопашество поднять, столько овощей и скотины вырастить, не только русскую, но и всю прочую Америку прокормить достанет. Да, вы великий мечтатель, Владыка. Было очень интересно вас послушать, особенно про дела на Амуре, коим мы намерены уделить большое внимание. Но прошу вас меня извинить, мы опаздываем на коллегию Сената. Всего доброго, честь имею. Храни вас Господь. Бог вам в помощь, ваше высочество. В России только те части и хороши, где управление верено одному, а где советы до коллегии, развал и беспорядок. Да, натворил дел, Петр Алексеевич.
Россию-то, может, на дыбы и поднял, как Пушкин говаривал. А вот церковь, видно, сдал, почитаешь, на 1,5 столетия. Раньше бы мы с тобой патриарху за благословением шли, а теперь к обер-прокурору Синода маршируем, высшему генералу кавалерии. Хорошо, хоть по фрут, пока стоять не надо. Идем прямо к императору.
вот сейчас сможет принять присягу и стать гражданином великой и свободной страны. Да, конечно! Побежали уже! Господи, нас ведь тут не только планы добры, так и повестки держали. Душой мы приросли к местам этим. Детей народили, вырастили. Теперь... А я вот домик прикупил, от храма недалеко, огородик завел. В Иркутске-то у меня не осталось никого. А тут вроде как все свои, родными уж стали за столько-то лет. Эх, кто жили, прости Господи. Госпожа Максутова, я искренне сочувствую вам, но я не понимаю глубину вашего горя. Плачете, как будто находитесь на похоронах императора Российской империи. Но, слава Богу, Александр II жив и здоров! А я и нахожусь на похоронах. Все! Нет здесь больше России! И царя здесь тоже нет. Предали нас. Продали за 7 миллионов. А мы ведь душу в этот край вложили. Семинарию, обсерваторию, Адмиралтейство построили. Неужели чувство народного самолюбия так мало заслуживает внимания, что им можно жертвовать за какие-то 7 миллионов долларов? А люди как же? Мы-то ладно. Правдами да неправдами вернемся в свои вотчины. А индейцы, да люди воцерковленные, что делать там? Выходит, заманила их Россия матушка в православные чада свои. Заманила, да бросила. Змеи-то третий день предлагают присягу принять, американцами стать. Но запомните мои слова. Мы уйдем. Но русская православная вера здесь останется. Боже, царя храни, сильный дед. Может, еще кресты православные вам поснимать? Вы тут не дождете? Дикие нравы диких людей. Все научены владыкой Иннокентием. Мы знаем указание пути в Царство Небесное. Хорошо, что владыка Иннокентий не видит всего этого. Федор Петрович, а помнишь, владыка нам говорил, Бог посильный крест налагает. Кого Бог любит, того испытует. Коли в тебе душа крепка, любое испытание тебя только попрочнее сделает. Быть может и нам, народом православным, после всех невзгод лютых, за веру нашу чистую, Господь дарует истинную гордость за Россию. Аллилуйя, эти природы безвинные, вознесем молитву Господу нашему, ведь тот не унывает, кто на Бога уповает.
надо бы молитву на Господа вознести за царя и отечество наше. Здравствуйте, Владимир. Рад видеть вас, Ваше Величество. Бог с вами, вы же знаете, что для меня любая встреча с вами приятна и поучительна. Хотя на северстве строю вы меня опечалили своим прошением о восстании. Ваше Величество, я закончил все свои главные дела. Теперь уж определенно самое время мне с Божьей помощью на покой удариться. Взять такого сподвижника веры легко. А вот найти ему подобного, ой, как непросто, особенно во времена нынешние. Смута в империи зрела. Террористы доморощенные головы подняли, народовольцев расплодилось сверх меры. Почитались Карлов, Марксов, Герценов и подсходили с ума. На жизнь мою покушаются. Почему, владыка, почему они загоняют меня, как дикого зверя? Это потому, что у нас уже давно научает ум, а не сердце и душу. Вот и выросло поколение умных, но бездушных и безжалостных людей. Россию ждут тяжелые времена. Если бы молодость знала, владыка, а я ведь тогда только-только из первой поездки в Европу вернулся. Влюблен был по уши в принцессу Машеньку Генесскую, ни о ком другом и думать не желал. Но как романтический туман рассеялся, оказалась на месте прекрасной принцессы педантичная и сухая немка с русским именем Мария Александровна. Если бы молодость знала. Близкими друзьями с императрицей мы так и не стали, царствие ей небесное. И вот как бы не ангел мой Катенька, ни с кем не было бы даже словом человеческим перемолвиться, одни подданные. Целых 12 лет. Если бы вы знали, владыка, что это за пытка целых 12 лет. Поэтому я прошу вас. Она для меня единственная перед Богом жена, и я прошу вас. Благословите нас с ней на венчание. Помолитесь о нас перед Богом и попросите у Него прощения за все наши грехи.
дорогие наши зрители! Дорогие наши, мы вас постараемся ненадолго еще задержать, буквально ненадолго. Сегодня у нас действительно очень хороший и великий день. Мы показали путь святителя. И еще, я думаю, он более будет знаменателен тем, что в зале находился архиепископ Ленский и Якутский владыка Роман. Давайте пригласим его. Уважаемый Александр Александрович, дорогие артисты театра русского, дорогие зрители, сердечно всех поздравляю с премьерой. Этот спектакль войдет в историю русского театра как явление очень значимое и духовное. И не только потому, что были использованы уникальные спецэффекты и так профессионально играли наши артисты, но еще и тем, как правдоподобно была изложена история святителя Иннокентия Вениаминова, его личная жизненная история. В театре принято ведь играть и игрой передавать, и творческим замыслом представлять некую историю. А здесь вот жизненная история, путь святителя так правдоподобно и так величественно изложен. Для нас это важно, потому что он наш святой, он Якутии небесный покровитель. И я рад, что он стал ближе каждому из вас здесь сидящих и станет ближе каждому, кто посмотрит этот спектакль. Сердечно всех поздравляю. Мы немножко принимали участие в подготовке спектакля и епархии. Кое-какие наши церковные атрибуты, утварь давали. И для премьеры в Москве, и для сегодняшней. Вот одну из церковных утварей я хочу оставить здесь, в театре, в музее театральном. Да, вот этот жезл, который Александр Александрович, он уникальный. Это символ 25-летнего возрождения Якутской епархии. Его держа, символ, жезл — это символ власти, молились и владыка Герман, нынешний Курский, и покойный владыка Зосима. Пусть этот жезл останется здесь, в музее, и используется для этой славной постановки.